фазахшим, хорзинат курм. Но задам рохушкана кудая хамамун доди. Неподалеку молодежь танцует симт, а старшие молятся Богу в честь праздника в Куртатинском ущелье Зигриш-Зуар-Бон. Праздник святилища Дзивгис проводится каждый год. В этот раз гостями стали этнические осетины, которые познакомились с культурой и традициями своего народа. Молодежь из Турции и Сирии приняла участие в летнем культурно-образовательном курсе «Этнолагерь-2015». Главной задачей курса – установление прочных связей с соотечественниками из Турции и Сирии. Аслан Кабалоев входит в группу «Этнолагеря» и со всеми остальными побывал в Феогдоне. На Зуар-и-Бон он впервые. Уже 2 года Аслан живет со своей семьей в Северной Осетии. Это первый раз я был здесь на праздник, и я увидел это наши традиции и узнал больше традиций, и понравилось мне все это. Поведали гостям и об истории создания храма в Дзивгише. По легенде, в горах выпал глубокий снег, и только в одном месте снежного покрова не было. Когда старейшины подошли к нему, увидели, что на земле сверкают 2 надочажные цепи, посланные с небес. На этом месте и построили храм, которому уже 1100 лет. У осетин очень много праздников. Ну, есть праздники, которые они ближе к русским праздникам. Ну, кроме этого, у них есть свой обряд в наших праздниках. Вот этот праздник перед Василла. Этот Василла – Бог плодородия, Бог изобилия. И вот скоро этот праздник у нас будет, через неделю. И перед этим праздником в этом храме наши предки, и мы тоже сегодня исправляем праздник. Праздник, вот вы сами видели, и там вот музыкант есть, национальные песни есть, и танцует там молодежь. Люди приходят, молятся. Рассказали участникам этнолагеря и о традициях праздника Зуар-и-Бон. Кстати, в этом году по инициативе жителей Куртатинского ущелья обычаи соблюдают особенно строго. Все девушки приходят на святое место с покрытой головой, а парни без головного убора. Но самое главное – никаких крепких напитков, только осетинское пиво. Елена Черенкова, Дзираса Багаева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Thank you.